На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Транзит товаров востребован. Заседание рабочей группы состоялось в администрации президента Абхазии. Благодарность от омбудсмена. Почетные грамоты и памятные монеты вручила Аседа Шакрыл представителям правозащитных организаций и гражданским активистам. Он стоял у истоков открытия кафедры политологии и социологии. В Абхазском госуниверситете состоялось открытие аудитории имени Юрия Шанибова. Начнем с международной обстановки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в море НАТО. Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море – море НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима. Угроза одному, угроза всем, сказал он. Черное море никогда не станет морем НАТО, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. К ситуации в Абхазии. Полеты летательных аппаратов над объектами военного и оборонного назначения запрещены без согласования с Минобороны Абхазии. В соответствии с постановлением Кабинета министров республики об установлении временных запретных зон воздушного пространства от 25 января полеты летательных аппаратов БПЛА, коптеров, дронов, используемых гражданами и организациями над объектами военной инфраструктуры, военными объектами и сооружениями оборонного назначения без согласования с Министерством обороны запрещены. Нарушители установленных требований будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Абхазии, говорится в сообщении Минобороны. Заседание рабочей группы по вопросу транзита товаров состоялось в администрации президента Абхазии. Все участники согласились, что транзит товаров из третьих стран, в том числе из Грузии, через территорию Абхазии в Россию может стать весьма востребованным и прибыльным для бюджета страны. Также обсуждался вопрос отмены ограничений на ввоз в Абхазию некоторых категорий товаров из Грузии. Соответствующее распоряжение накануне подписал президент Аслан Джани. Мнения разделились. Против высказался представитель АРОА Тимур Надарая. Подробнее Надежда Боровикова. Заседание рабочей группы по вопросу возможного транзита товаров из третьих стран через Абхазию в Россию состоялось под председательством заместителя главы администрации президента Валерия Пабба и прошло без участия прессы. По итогам встречи состоялся пресс-подход. То, что в нашу компетенцию вопросы входили, мы их рассмотрели, и транзит, мы опять еще раз подтвердили, что транзит через Абхазию, мы все согласны, да, что он должен проходить через Абхазию, и вопрос должен быть проработан. Транзит грузов из третьих стран, чтобы через территорию Абхазии проходил. Просто рассматривалось. Да. В будущем, если в Россию будут идти грузы какие-то, то что мы не против для того, чтобы эти грузы проходили через территорию Абхазии. По сути, транзит товаров из третьих стран уже давно разрешен и реализуется. Так, например, товары из Турции через Ачамчирский порт и Абхазскую железную дорогу беспрепятственно попадают в Российскую Федерацию. Проблема заключается только в вопросе взаимоотношений с Грузией. Ввоз товаров с территории Грузии с целью реализации официально был запрещен с 2007 года. 31 марта президент Аслан Джани подписал разрешение на ввоз определенных видов товаров из Грузии в Абхазию. Дополнительно внесены список, перечень той продукции, которую можно будет провозить через транзит или на внутренний рынок. Это касается сельхозпродукции, касается запчастей на автомобили и все товары, не запрещенные в любых нормальных странах. Мы хотели и хотим, чтобы у нас граница работала в рабочем режиме, чтобы работала таможня, работали службы. И тот товар, который перемещается, так ли, сяк ли, 50-килограммовые грузы или больше, чтобы он подвергался таможенному оформлению. Все остальное уже будет обсуждаться. Член Высшего совета АРОА Тимур Надарая подчеркнул, что поддерживает идею транзита товаров из Грузии и других стран через Абхазию в Россию, но выступает категорически против продажи грузинских товаров на рынках Абхазии. В рамках транзита мы не возражаем через территорию Абхазии, чтобы товары уходили в Российскую Федерацию или в Турцию, или из Турции обратно, или в Грузию. То есть, чтобы Абхазия как транзитная страна зарабатывала на этом, потому что есть таможенное сопровождение этих грузов, и Абхазия может заработать. Мы не против этого, но мы категорически против, когда наши таможенные органы будут оформлять товарные партии не в частных, не в личных, за все это время в целях личных перевозились какие-то товары, да?
А здесь идет, говорится о том, что можно там, до 600 тысяч рублей частным предпринимателям завозить товары из Грузии. Мы категорически против. Это фактически наполнение грузинского бюджета, это открытие односторонних таможенных границ, это вымывание денежной суммы из Абхазии в сторону Грузии. Мы будем наполнять грузинский бюджет. Свой на рубль, их не на 5. Глава администрации Галского района Константин Пилия подчеркнул, что Тимур Надарая высказывает свое частное мнение как представитель оппозиции. Наше мнение совершенно иное, отметил Константин Пилия. Мы считаем, что для граждан, для жителей Республики Абхазии, мы считаем, что можно было, до этого была ручная кладь, что можно было уже пронести тот или иной товар сельхоззначения в объеме. Не с государством Грузии, не с правительством Грузии мы никаких контактов не имеем, ни юридических, ни прямых. Наше мнение, понимание, что это для наших жителей можно пойти, кому позволено пересекать границу, принести тот или иной товар в объеме по наименьшей цене для выгоды наших людей, для выгоды экономики. Константин Пилия отметил также, что в настоящее время Абхазия не готова к непосредственному ввозу товаров из Грузии, так как не оборудована граница. Необходимо установить должные пункты пропуска и досмотра, таможенные терминалы, подчеркнул Константин Пилия. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. В Черноморэнерго подтвердили информацию о том, что исполняющий обязанности гендиректора Рамин Зингишвили написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Ждем приказа о назначении нового руководителя, сообщили Апснепресс в ведомстве. Что касается пресс-службы Черноморэнерго, то она пока никакой официальной информации не представила. Есть компании, заинтересованные в аренде перепадной ГЭС. Об этом «Спутник» рассказал депутат Абхазского парламента Резо Зантария. Условия, которые сегодня отстаивает исполнительная власть, руководство администрации и сам президент, достаточно жесткие, серьезные, в большей части, наверное, не взаимовыгодные, а выгодные в большей части государству, то есть в интересах нашей страны, сказал Зантария. Судья Сухумского городского суда отказала в принятии к производству иска председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзенба. Стоит отметить, что АНД намерена обжаловать постановление суда. Напомним, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзенба обратился в Сухумский городской суд с иском, в котором просит признать незаконными действия первого заместителя генерального прокурора по проведению проверки по сообщению о преступлении при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на высоковольтной линии Ачгуара, а также признать бездействие в отношении генпрокурора. Тем временем генеральный прокурор Адгур Агрба в порядке законодательной инициативы направил в парламент проект положения о порядке присвоения классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры республики и перечень должностей прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Абхазии, по которым предусмотрено присвоение классных чинов действительного государственного советника юстиции, государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, генерал-лейтенанта юстиции. Проект разработан в целях совершенствования существующего порядка присвоения классных чинов прокурорским работникам, сообщается на сайте Генпрокуратуры. 2 сотрудников органов прокуратуры освобождены от занимаемых должностей по результатам аттестации прокурорско-следственных работников, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Фамилии освобожденных от занимаемых должностей не называются. Сухумский городской суд отправил под домашний арест жителя Брянска Александра Щемелинина, подозреваемого в совершении аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По версии следствия, 14 марта 2023 года на 125-м километре трассы Псоу-Ингур в селе Пшап россиянин совершил наезд на пешехода, жителя Агудзеры Андрея Ишутинова. От удара Ишутинов скончался на месте. Почетные грамоты, благодарности и памятные монеты с изображением Зураба Ачба вручила уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл представителям правозащитных организаций и гражданским активистам. Слово Элеоноре Гилаян. Собрать в одном зале тех, кто защищает права женщин, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также ведет активную гражданскую и волонтерскую деятельность, чтобы отметить их от имени Офиса уполномоченного по правам человека, решила Асида Шакрыл.
Сегодня здесь находятся те, которые на протяжении десятилетий ведут большую, упорную, иногда изнуряющую работу в своей деятельности, да, ну, в своей сфере. Здесь, безусловно, в этом зале зал мог быть наполнен. Безусловно, есть в Абхазии десятки людей, организаций, которые выполняют такую же роль, такую же работу в нашем обществе. Работу, которая направлена на поддержку людей, которые нуждаются в помощи. Работа, которая направлена на защиту этих людей. Да? И работа, которая направлена на то, чтобы в нашем государстве торжествовали принципы свободы, уважения прав человека, уважения человеческого достоинства. Вот. И сегодня я очень сожалею, что мы не смогли пригласить всех. И это невозможно на самом деле, потому что очень много людей, которые заслуживают и благодарности, и номинирования, и не знаю, чтобы их труд был оценен. Но я думаю, что это только начало. Это организации, которые на самом деле почти 30 лет занимаются тем, чтобы помогать людям. И не ждут ничего от государства, да, и находят возможности для того, чтобы реализовывать жизненно необходимые проекты в Абхазии. Это благодаря тому, что люди, которые возглавляют эти организации, работают в этих организациях, они неравнодушны. Потому что они не могут пройти мимо несправедливости, они не могут пройти мимо того, что кто-то рядом находится в униженном положении. Я считаю, что именно такие люди меняют жизнь в стране, меняют атмосферу, делают ее более благоприятной, комфортной для общества. Помимо благодарственных писем и грамот, Асида Шакрыл вручила 4 представителям гражданских организаций памятные монеты с изображением правозащитника Зураба Ачпа. Человека, который отдал свою жизнь за то, чтобы Абхазия была демократической, правовой, чтобы права каждого в этой стране были защищены. Он отдал свою жизнь за то, чтобы Абхазия имела будущее. Я думаю, что мы должны это ценить, что у нас был такой человек, и скорбить, что его нет сегодня с нами, потому что с ним бы, наверное, ориентиры были бы немного, может быть, выправлены, чем сейчас. Я надеюсь, что молодое поколение будет понимать это и следовать его принципам. Его принципы были очень высокие. Он не приемлил унижение человеческого достоинства. Он не мирился с тем, что можно занимать какую-то должность и не быть полезными своему обществу. Вся его суть заключалась в том, чтобы быть полезным своему обществу, делать все, чтобы абхазское общество было частью мирового сообщества. Он был одним из тех, кто участвовал в написании этой Конституции. И она написана именно таким образом. Она написана так, в ней учтено все, чтобы Абхазия была частью международного сообщества, чтобы она не была изолирована. За многолетнюю неустанную работу фонда в деле защиты прав детей грамота и памятная монета вручена председателю детского фонда Абхазии Асиде Ломе. Спасибо огромное. Я даже не знаю, как благодарить, а эта монета, конечно же, настолько такая высокая оценка нашей деятельности, работы. И года где-то около 2 лет назад
в офисе уполномоченной по правам человека, как раз-таки вот наши организации, те, которые работают с детьми, они получили тоже тогда высокую такую грамоту благодарности. И единственное, что хочу сказать, мы бы ничего, никто не смог бы сделать, если бы не было бы всех нас, единомышленников и людей, которые смотрят всегда в будущее и хотят лучшее для своей страны. Но это все, конечно, как бы красивые или же какие-то такие слова, но вот то, что вот вы связали это с именем такого человека, я думаю, что высокая очень планка, которую мы все должны будем достигать или стараться хотя бы, и никогда не забывать, что он был сыном абхазского народа, который действительно мыслил как никто. Иногда вот когда ты его читаешь, ты видишь, какие вещи он говорил и все, что он делал, и то, что он заложил в нашу Конституцию, все это, конечно же, я думаю, что не должно быть зачеркнуто и забыто. За правозащитную деятельность продвижения идеи доступной среды грамотой и монетой награжден руководитель Ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев. Юрист-консультант аппарата уполномоченного по правам человека Саид Гизердава был отмечен за профессионализм, ответственность, публичные смелые действия, направленные на защиту прав и свобод людей. Здесь изображен такой выдающийся человек. Нам всем нужно равняться и быть достойными этой памяти. Два слова только скажу, что главное, чтобы мы не опускали руки, это очень важно. Спасибо. Также грамотой и памятной монетой награждена основатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба. Благодарственные письма получили глава офиса УВКБ ООН в Абхазии Роза Минасян за многолетнюю работу по поддержке населения восточных районов Абхазии, глава миссии Красного Креста в Абхазии господин Радугу Дерезенде за многолетнюю работу, председатель Ассоциации детей-инвалидов Виолетта Гагуля, учредитель диабетического общества Абхазии Асида Адлиба, гражданская активистка Амра Лакоя, руководитель общественной организации «Панорама Кама Аргун». Асида Шакрыл вручила грамоты реабилитологу Ассоциации инвасодействия Арзадину Агарба, руководителю центра имени Даура Зантария Цизе Гумба, координатору благотворительного фонда Самурзаканской организации инвалидов Ирми Изория, независимому журналисту Надежде Венедиктовой. Но только Асида Георгиевна превратила этот офис я откровенно говорю, из маскарадной виньетки на институциональном фасаде нашего государства в реальный работающий офис. Да. Вот. И, Асида, я горжусь тобой. Да. Асида Шакрыл вспомнила также Георгия Оторба, который долгое время был уполномоченным по правам человека при президенте, Дмитрия Маршан, который сделал многое, чтобы в Абхазии появился независимый институт омбудсмена. Асида Шакрыл выразила надежду, что отмечать правозащитную деятельность станет традицией для института уполномоченного. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. В 1980-е годы кавалер ордена Леона, заслуженный художник Абхазии, лауреат госпремии Гуля Валерий Гамгия для Лыхнинского дома культуры создал одно из самых значительных своих произведений – невероятный по масштабу труд «История Абхазии». Картина состоит из 4 композиций: «Языческая и крещенная Абхазия», «История становления Абхазского царства», «Абхазия в XIX веке», «Абхазия, 20 век, революция, свобода». В период Отечественной войны творческая группа «Апсора» подготовила передачу об этой работе художника. Съемки проводились на исторической поляне Лыхнашта. Автор и ведущий художник Нукзар Логу, редактор Вячеслав Сакания. Программу из архива Абаза ТВ смотрите после выпуска новостей. Фестиваль русской культуры состоялся в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. В рамках фестиваля прошла книжная выставка, которую открыла дефиле русского костюма, творческая встреча с российским писателем Юрием Поляковым, круглый стол «Механизмы эффективного взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками». Мероприятие организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба встретился с делегацией мэрии Москвы во главе с заместителем руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорем Ткачем. На встрече присутствовал руководитель МКДЦ Дом Москвы в Сухуме Александр Бигвава. Стороны остановились на вопросах взаимодействия между столицами Абхазии и России, а также подписании меморандума о сотрудничестве между Сухумом и Москвой. Обсудили конкретные пункты меморандума, которые планируется подписать в ближайшее время. Глава Сухума Беслан Эшба отметил, что важно отразить в документе сотрудничество в области экономики с учетом складывающейся в мире ситуации и новыми возможностями столицы Абхазии. С учетом сложившейся обстановки вокруг Абхазия может стать удобным партнером с выходом в третьи страны. Мы хотели бы расширить наши возможности сотрудничества с Москвой, сказал мэр Сухума. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. В Абхазском государственном университете состоялось открытие аудитории имени политика, общественного и государственного деятеля, первого президента Конфедерации горских народов Кавказа, героя Абхазии, доктора социологических наук, профессора АГУ Юрия Мухамедовича Шанибова. В мероприятии приняли участие ректор АГУ академик Олег Угварамия, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия, доктор исторических наук Сергей Шамба, члены ректората университета, преподаватели кафедры политологии и социологии, студенты. Как отмечает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, приказ об открытии аудитории имени Шанибова был подписан ректором еще в прошлом году. Юрий Шанибов стоял у истоков открытия в АГУ кафедры политологии и социологии, затем возглавлял ее. Когда случилась беда в Абхазии, он призвал северокавказцев идти на помощь Абхазии. За это был арестован. Вы должны знать всю историю этого великого человека. Конечно, занявшись такой политической деятельностью, он много читал, много писал. А потом, когда была война в Абхазии, он тоже сидел, мыслил, теорию создавал. А потом эта теория шла в практику у нас. Я в первые же дни с ним имел разговор и сказал: Юрий Магомедович, когда закончится война, вы пойдете в наш университет? Он говорит: обязательно. И я, говорит, я помню, он же оратор какой был. Я помню, он сказал: я человек слова. И он свое слово сдержал. Он стал заведовать кафедрой политологии и социологии. Писать труды по политологии и социологии для студентов Абхазского университета и Кабардино-Балкарского университета. Светлая память. Презентация аудитории имени Шанибова – это еще одна историческая страница в жизни Абхазского государственного университета. Создание такой аудитории, где мы можем обучать, преподавать, исследовать, вести огромную творческую работу по его наследию, я считаю, такая возможность есть. Работники университета, преподаватели в этом направлении всегда вели работу. Я думаю, что его труды дадут возможность более подробно, более конкретно, научно обосновывать связанные проблемы с воспитанием и с образованием студентов. У нас будет возможность все более глубже читать Шанибова. Сегодня для меня, как для той части молодых специалистов, когда только на кафедре политологии и социологии открывали сектор социологии воспитания, наша заведующая познакомила нас с Юрием Магомедовичем Шанибовым. Раньше мы только по телевизору его видели, в военной хронике. Безусловно, это была для нас большая гордость познакомиться. Ну а после, когда уже закрутилась наша работа, научная работа со студентами, безусловно, мы
мы практически каждый час у него чему-то учились. Он очень трепетно относился к молодым специалистам. У него было огромное желание работать с нашими студентами. И каждый раз он говорил: у вас замечательное руководство, они готовы предоставлять вам новые возможности, вы должны себя полностью реализовать. Он хотел видеть абхазского студента спортивным, с сознанием самоидентичности, образованного, человека, который может понести страну, за которую он сам готов был жизнь отдать во время войны, вперед и в развитие. Ну, для нас, конечно, была большая честь стоять рядом, работать с ним. Мы организовывали конференцию, с большим воодушевлением принимали студенты, особенно его лекции, которые слушали под оками практически все факультеты нашего университета. Мы принимали участие в конференции, посвященной юбилею, которая проводилась в Кабардино-Балкарском университете. Он с особым почетом, уважением озвучил наше присутствие на этой конференции и свое отношение к Абхазии, к Абхазскому государственному университету. Даже после, когда он уехал в Кабардино-Балкарию, он звонил, интересовался, защитились ли мы, советовал каких-то своих знакомых, связи, давал телефоны, всячески поддерживал и говорил: вы обязательно должны защититься, вы обязательно должны продолжить то научное наследие, которое есть на вашей кафедре. Сегодня мы вспоминаем Юрия Магомедовича Шанибова, и я хочу со своей стороны сказать, конечно, я горда, что имела возможность с ним поработать. В рамках празднования Дня авиации и космонавтики во всех школах столицы провели мероприятие, посвященное первому полету человека в космос, сообщает Управление образования администрации Сухума. Ученики в этот день узнали много нового и интересного о космосе, первых космонавтах, об истории развития космонавтики. 12 апреля в средней школе номер 2 имени Пушкина прошла космическая викторина. Она проводилась в электронном формате. Каждый участник сразу видел свой результат и время выполнения заданий. Участники были разделены на 3 группы. Пока одна выполняла задание, другая группа, разбившись на команды, участвовала в конкурсе «Что, где, когда» с физической тематикой. Все участники викторины были награждены грамотами. Об уникальном климате Абхазии и ценности лесов нашей страны для благополучия республики и ее населения в очередном выпуске проекта «В гостях у Вики Думава» рассказывает метеоролог Асида Ахсалба. О природе, о наших метеорологических станциях в Абхазии, когда они были созданы, кем. Вот расскажите, пожалуйста. В Абхазии, если в сравнении с Российской Федерацией говорить, мы сегодня богаты именно данными метеорологических элементов. То есть с 1904 года у нас ряд наблюдений имеются, и мы этим гордимся. Но даже по городам Абхазии, если рассматривать, то, конечно же, климат практически в каждом городе имеет свою какую-то особенность. В формировании климата играют большую роль леса. Думая о том, что да, у нас есть леса, это нам еще хватит, это неправильно так мыслить. Почему? Потому что дерево растет порядка полвека. То есть одно поколение мы оставим Я без... знаю, Асида, что у нас буковые выращивали деревья специально, да? Специально, совершенно верно, да. Но здесь, помимо того, что человеческий фактор так сильно сказывается на лесные насаждения, еще, к сожалению, с изменением климата, с потеплением, практически по каждому дереву, по каждому растению, культурному, дикому, это уже не важно, существует вредитель, паразиты, это различные насекомые. Проект «В гостях у Вики Думава» с метеорологом Асидой Ахсалба смотрите в субботнем эфире Абаза ТВ в 19:30. 27 и 28 апреля в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба состоится премьера комедии «Семейный портрет» с посторонним по пьесе
Степана Лобозерова, сообщает пресс-служба театра. Завхоз сельского клуба посетил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки. Но все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекается его возлюбленной. Тут и закручивается лихой сюжет, полный комизма и неразберихи, итогом которого становится самый неожиданный финал, говорится в анонсе, опубликованном на странице театра в соцсетях. Режиссер-постановщик Алхас Шамба. Сейчас о погоде. В пятницу, 14 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха с ночи и до полудня возможен дождь, туман. Атмосферное давление нестабильное, температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.